Я родился недалеко отсюда и всю свою молодость провел в этом парке. Дом, в котором я жил, он находился всего в 300 метрах отсюда. Это вот буквально от ворот 300 метров. Правда, тогда этого ничего не было, все было по-другому, но деревья, вот те же деревья, они им многим уже по 50, может быть, и больше лет. Когда захожу в этот парк для меня не просто спортзал, это место, где прошла вся моя молодость и детство, можно сказать. Все свое детство я занимался спортом. Вот с самого детства тогда были возможности, были секции, практически все виды спорта, все были бесплатные. Мы ходили, я занимался и легкой атлетикой, и плаванием, и гимнастикой, и борьбой, настольным теннисом, практически даже на греблю ходил чуть-чуть. Везде перепробовал. Остановился на футболе. И с 1 по 4 класс я занимался футболом, ДСШ номер 5. Были такие два замечательных тренера, Коробов и Черных. Вот я у них занимался, и в 4 классе так получилось, что, наверное, какой-то недосмотр был за здоровьем, и у меня болезнь, вот это ревмокардит определили, проблемы с сердцем. Меня на 4 года посадили дома практически, запрещали, освободили от физкультуры, были очень серьезные проблемы с сердцем. Я в то время каждый день просыпался и спрашивал, почему со мной так, почему все здоровые бегают, а я должен дома сидеть. Эти 4 года это самые тяжелые годы в моей жизни были, но в это время я очень много читал. А в 7 классе я уговорил родителей, чтобы меня пустили на настольный теннис, потому что сказал, что это около стола, это без нагрузки. На самом деле это оказался очень тяжелый вид спорта, реально, когда готовишься. Мне удалось за 2 года добиться того, что я стал кандидатом в мастера спорта. И в составе команды занял 5-е место на национальном кубке СССР. В 9 классе с меня сняли диагноз и, наконец, разрешили заняться спортом. Я, естественно, побежал обратно в футбол. Но после этого началась студенческая жизнь, и как-то все ушло на задний план, учеба на первый план вышла. Так получилось, что в нашей семье практически не было профессиональных спортсменов, в роду не было. У нас больше были ученые, у меня родители тоже ученые. И я пошел по их стезе, поступил на исторический факультет Государственного университета имени Ленина, он тогда назывался. И успешно закончил его. И когда я заканчивал 5-й курс, после 1-го семестра мне предложили остаться на кафедре. Я начал работать в должности ассистента и готовиться к аспирантуре. Должен был уже уезжать в аспирантуру, но в это время пришла повестка в армию. Мне уже к тому времени не очень нравилось заниматься историей, потому что как-то мне хотелось больше двигаться, потому что это, наверное, внутренняя потребность какая-то к движению. И когда появился шанс поехать в армию, причем в армию офицером я попал, это не рядовым, а мы работали с
тогда шла война в Афганистане, и там нужны были переводчики языка дари. Я очень плохо знал язык, но тем не менее за 3 месяца выучил практически язык дари и справился с своей задачей. В конце заканчивал я службу уже в чине старшего лейтенанта и занимал должность старшего преподавателя кафедры физвоспитания высших курсов МВД СССР. И вот эти 2 года армейские, они определили всю мою жизнь, потому что занятие спортом, оно именно импульс тот дало, что я должен заниматься именно этим делом. Я считаю легкую атлетику, гимнастику это неотъемлемыми частями подготовки любого спортсмена. Общефизическая подготовка состоит во многом от того, насколько у вас хорошо поставлена функциональная. Функциональная она в основном формируется за счет бега, быстрой ходьбы, гимнастических упражнений, ну, естественно, растяжка. Что касается бега, у нас каждую неделю члены сборной обязаны бегать 10 километров. Когда меня спрашивают, зачем мы бегаем, мы же не легкой атлетикой, мы занимаемся восточными единоборствами. Я в шутку говорю, человек должен уметь или драться, или бегать. Насчет драться я не знаю, научу я вас или нет, но бегать я вас точно научу. Для шутки это говорю, они смеются, но бегают. Поэтому для меня это, например, одно из самых таких приятных для меня хобби. Я куда бы ни ездил, вот в отпуск или на соревнования, да, любые, я все равно бегаю или хожу. У меня есть очень много фрагментов, где я бегал в Мексике, в Америке, в России, в Казахстане, в Узбекистане, везде, где я был. Я с собой забираю или эту майку, кроссовки, и все. Это тоже как бы реклама таджикского клуба бегового, который здесь у нас действует очень активно. Я состою в этом клубе. В силу определенных обстоятельств мне в одно время пришлось прекратить занятия спортом, потому что мне надо было найти работу, где зарабатывать деньги для существования. Я был женат, у меня уже было тогда 2 детей. И я устроился тогда на работу в Таджикпотребсоюз. Ну, самая такая низкая должность была, инструктор. Но за некоторое время мне удалось сделать хорошую карьеру. И когда я увольнялся из Таджикпотребсоюза, я был членом правления, начальником управления организации контроля торговли. И, в общем-то, это была довольно интересная, напряженная работа. Я объездил всю страну, я был во всех уголках Таджикистана. Но у меня все время была тяга к спорту. Вечерами я проводил тренировки. У меня был и здесь проводил, и еще один спортзал был на перекрестке улицы Карамова. Сейчас его поломали, этот дом. В подвальном помещении, вот вместе с Узодом Ариповым, мы работали в соседних помещениях. У него тренажерный зал, а у меня зал, где мы работали. Тогда я занимался карате еще. И вот мы занимались. В один прекрасный день мне пришла идея в голову, что пора прекращать работу, которая мне не очень нравится в Потребсоюзе. Хотя она была очень престижной, я получал очень хорошую зарплату в Потребсоюзе, я получил квартиру, получил машину, все сделал. Но внутренняя тяга, вот я хотел создать спортивную федерацию. В 1992 году мне разрешили создать Республиканскую федерацию. А в 1991 был создан Душанбинский центр развития тэквондо. И с 1992 года я работаю чисто как профессиональный тренер и менеджер федерации. За это время вот была создана Национальная федерация тэквондо в начале, потом была Национальная федерация тэквондо и кикбоксинг мы добавили
Это было в 2009 году. Мы добавили этот вид спорта. Сейчас в двух этих видах спорта у нас подготовлено 66 чемпионов мира. Из этих 66 чемпионов мира 18 являются девушками. И это самая большая гордость для меня и вообще для федерации, потому что у нас практически нету чемпионок мира ни в одном другом виде спорта. У нас их 18. И мы являемся активными защитниками прав женщин в Таджикистане. У нас работает очень активно МПО, созданное на базе федерации, и где мы решаем проблемы гендерного равенства. Основная задача наша – это привлечение девушек в спорт. Тренер – это призвание. Как бы это пафосно ни звучало, тренером надо родиться. Это должна быть внутренняя потребность у человека готовить чемпионов и доказывать всему миру, что мы, таджики, должны гордиться и можем гордиться не только нашими предками великими, которые во всем мире известны, да, а сегодня то, что мы тоже можем писать эту историю, то, что мы можем делать чемпионов. Пусть это спорт, это не искусство, это не поэзия, это не астрономия, что-то такое, но это тоже часть нашей культуры. И мы ее демонстрируем на высшем уровне. И свидетельство того, что это реально так, вот, как бы это, может, не скромно прозвучит, тем не менее, у меня есть 3 ордена, полученные от Международной Федерации Таэквондо. Как выдающийся инструктор, они признают это, что есть такая страна, что есть такой тренер, есть такая федерация, которая способна готовить чемпионов мира. В 95-м мы привезли первого чемпиона мира, в 96-м второго, в 97-м мы первого чемпиона мира. Среди взрослых, среди стран СНГ никто не был. Ни русские, ни украинцы, ни грузины, белорусы. Таджик стал чемпионом мира. Шахуб Бахрамов. И это гордость. Было время, когда была создана специализированная школа тэквондо. Это решение, подписанное президентом страны. Была создана федерация. Это было самое лучшее время. Мы тогда добились того, что мы стали вторыми в мире. Можете представить, в общей командном зачете, в каком виде спорта Таджикистан может занять 2-е место в мире? Ни в одном. Мы смогли это сделать. 3-е место мы занимали много раз. И при том, что у нас были совсем маленькие составы. Вот сейчас мы тоже приехали с чемпионата мира с Астаны. У нас был самый маленький состав. И мы сумели завоевать 6 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых медалей. Это выехало 21 человек, 19 вернулись с медалями. Вот это результат. И это не потому, что опять легкий, потому что мы ведем очень серьезную подготовку. Если ты решил стать тренером, ты должен себя полностью отдать этой профессии. И на первом плане должен быть спортсмен, а не ты. Если ты себя ставишь выше спортсмена, ты никогда не добиваешься успеха. В то время, когда мы здесь начинали заниматься, естественно, вот этих тренажеров не было, мы использовали просто ветки деревьев, сами стволы деревьев, отрабатывали удары, ну, делали маховые движения, потому что, например, постепенно поднимал сюда, потом сюда, выше, старался каждый раз выше поднять ногу, потом отрабатывали удары. Ветку находили и били в эти ветки удары. Рукой отрабатывали в одну точку, чтобы удар наносился. Отрабатывали удары в дерево с разворота, например, становились и били
просто били. Отрабатывали так, на точность. Вот легкое касание. Вот эти упражнения делали. Тогда других условий не было. Поэтому это была импровизированная спортивная площадка. حالا در کشور ما قریب 50 فدراسیون ورزشی عمل میکند که قسمی از آنها به خاطر رشد ساحه از شرایط و امکانات موجوده فعالانه استفاده میبرند. مثلا فدراسیون ملی تایکواندو رهبرش میر سعید یحیایف من با افتخار نامبر میکنم که فعالیت آن برای دیگر فدراسیون‌ها میتواند نمونه باشد. من یک مرتبه با مکافات دولتی پیشنهاد کرده بودم و من به رئیس کمیته دیروز سپارش دادم که میر سعید یحیایی را به شرافت 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای خدمت‌های بزرگش بنیاد خدمت‌های بزرگش با مکافات دولتی پیشنهاد کردم. И за 33 года нам удалось подготовить 66 чемпионов мира. То есть получается ровно 2 чемпиона каждый год. Ну как бы эти достижения, они не остались без внимания и со стороны правительства Республики Таджикистан, и со стороны Международной Федерации. Для меня особым предметом гордости являются 3 правительственные награды, которые я получил лично из рук президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона. Первая в 1996 году это Ифтихор Нума, который получил. Вторая это в 2001 году, это Курманди Шуистей, Таджикистан. И в 2011 году, в год 20-летия образования Таджикистана, я получил орден славы 1 степени. Это вот, предмет моей особой гордости. Международная федерация тоже, как говорится, не оставила без внимания все это. Я получил 3 ордена. Это тоже первый получил тоже в 2004 году, потом в 2005 году и в этом году, в 2003 году я получил вот этот орден. Все эти ордена, они за вклад в развитие мирового тэквондо. Последний это как признание меня как выдающегося инструктора по тэквондо. Вот этот, который крайний орден, который я получил в этом году, очень красивый. Мой кабинет, он такой мини-музей. Здесь находится экспозиция, на которых есть фотографии с первого дня существования Федерации, когда мы выехали в 1992 году еще со старым флагом Таджикистана, флагом Таджикской ССР с гербом и молотом. Все это остальное, здесь вся история дальше продолжается. Здесь же находятся все кубки, которые мы завоевывали, в том числе Кубок мира, 2 место, Кубок мира, вот еще там есть, который в Санкт-Петербурге разыгрывался. Это чемпионаты мира 2 место, то, что было завоевано. И здесь самое, так сказать, дорогая для нас, для федерации, для спортсменов, для тренеров вещь, это наш флаг, о котором я много раз рассказывал, который является талисманом нашей федерации, который выезжал с нами на все чемпионаты мира и который неизменно каждый чемпион мира, который поднимается на пьедестал почета, одевает этот флаг на плечи, и в обязательном порядке вся команда поет гимн Таджикистана. И даже когда бывают турниры, и очень мало времени остается, и организаторы турнира
на 5 или 10 секунд ставят гимн, а потом выключают, но мы продолжаем петь, и никто не двигается, пока мы не пропоем первый куплет. Уже все привыкли, и поэтому как бы это уже традиция стала. Мы свой гимн по-любому поем на всех чемпионатах мира. Говорить о спортмедицине, о биомеханике, обо всем, о чем сейчас практически невозможно говорить, поговорить, взять какую-то новую информацию, узнать что-то новое, в каких-то новых достижениях, какие-то новые достижения не только в спорте, но и в науке спортивной. Мы еще работаем во многих социальных проектах. Мы действительно очень многое делаем для развития женского спорта. Мирсай также является послом доброй воли именно тех лидеров мужчин в мире, которые продвигают спорт, которые всегда именно поддерживают участие женщин в спорте. Это вот тот центр, который позволил нам воспитать 66 чемпионов мира. Все 66 прошли подготовку в этом зале. Этот зал, вот я не знаю как, реально он дает силы людям, которые первый раз приходят в зал, они ощущают ауру, что в этом зале готовились все чемпионы мира. И у нас за 30 лет, уже 30 лет этот зал существует, за 30 лет мы его усовершенствовали до, вот, ну, нету ни одного изъяна. Есть все, что позволяет готовить спортсменов высочайшего класса. Клуб X-Fit – это отдельная страница в моей жизни и в моей профессии тренерской. Сюда я попал в 2019 году, в январе месяце. Это был один из самых тяжелых периодов моей жизни. Ну, у всех в жизни бывают какие-то проблемы. Мне надо было решать проблемы, и я искал какую-то отдушину, где я могу, ну, немного отдохнуть и, может быть, отвлечься от проблем. Пришел сюда, начал заниматься в этом клубе. И через 4 месяца мне пришла идея в голову открыть здесь группу «Мужское здоровье», потому что я видел много взрослых людей, возрастных, которые просто не знали, чем им заняться, честно говоря. Я попробовал это поработать с 3 из них просто так. Им понравилось, они попросили, давайте, нельзя, чтобы эти занятия были регулярными. Я обратился к руководству, и
был поражен, как легко мне это удалось. Люди сказали, пожалуйста, если вы хотите попробовать, попробуйте. Я сказал, мне ничего не надо оплачивать, не надо оформлять. Я начну просто как тренер. Если вам понравится, дальше будем говорить уже об остальных всех вопросах, нюансах. Буквально через 3-4 месяца у меня уже были нормальные группы, и мне поступило предложение оформиться. Я отказался, я в течение года отказывался от оформления, потому что говорил, что это пилотный проект, и мне надо его проработать. Через год я его проработал, и очередной уже раз, когда меня пригласили, сказали, мы не можем работать с человеком, который не оформлен у нас в клубе. Мне пришлось оформиться, и с того времени я уже вот более 3 лет являюсь официальным тренером фитнес-клуба XFIT. И я благодарен руководству за то, что они меня поддержали и дали мне возможность реализовать один из самых интересных для меня сегодня проектов в моей жизни. Это проект называется «Мужское здоровье». И направлен он на то, чтобы замедлить процессы старения в организме и пожилым людям, взрослым людям дать правильное направление, в каком направлении следует двигаться в плане физических нагрузок, чтобы оптимальная была нагрузка, чтобы она шла на пользу, а не во вред. И моя программа, она состоит из 3 частей. Первая часть – это суставная гимнастика. Вторая часть – это все, что касается позвоночника. Это проблемы с протрузиями, с грыжами, кифозы, лордозы. И третья программа, она самая интересная, это все, что касается проблем, связанных с мышцами нижнего таза. Это все, что напрямую относится к мужскому здоровью. Ну, судя по отзывам моих людей, которые у меня занимаются, я не могу их назвать клиентами, потому что это мои друзья. У них очень хорошие результаты, поправилось здоровье, они стали меньше, а некоторые вообще перестали обращаться уже с такими проблемами, которые у них были в плане мужского здоровья. И я рад и горд, что мне это удалось. Он, как тренер, очень требовательный и очень ясно объясняет. И другое, одно из качеств Мирсаида Яхьёева, он никогда не заставляет. Он своим поведением, своими действиями людей научивает к данному упражнению. И должен сказать, что нам очень повезло. Сами по себе упражнения такие творческие, одно на другое не похоже. Но самое главное, мы чувствуем себя здоровым. Вот мне 66 лет, я себя чувствую великолепно. И все это благодаря комплексу упражнений, которые нам преподает Мирсаид Яхьяев. И мы всегда, конечно, гордимся, что он наша гордость, что он воспитал такое количество чемпионов. И так он относится к своему, к нашим занятиям, что мы просто с удовольствием, как час пролетает, даже незаметно. Его лично как у тренера, мне нравится его энтузиазм, глубина знаний любого предмета. И вот судьба нас вела, вот почти 4 года я начал тренироваться у него. Это тренировки, которые себя связывают симбиоз и йоги, и гимнастики, и многих видов спорта в кабинет, которые приводят к тому, что людям в возрасте необходимо именно размягчать многие мышцы, для того, чтобы свободно двигались многие суставы.
И поэтому он нашел именно свою методику, которая присуща ему. И вот я за эти 4 года у меня как-то сложилось очень хорошее впечатление как у тренера. И я чувствую себя намного лучше, чем 4 года тому назад.